Зела Шабит, Хатырскос, коллега журналистча, Халагуй, Абснаханкара Хадас, Лангаби Побжани, пресс-конференция. ЕХП пресс-конференция ламкала тема Язахам, где Хаздат, Вилаша, Азлачавиша, тема Парачоп, Юнус на политика Тагыла Заша, Гобзерах, Чара экономика, энергетика Заравка, Абарта Хархарта Парула, Ярду, Добрый день, уважаемые журналисты. Рад вас видеть. Я настроен в рамках сегодняшней встречи на проведение открытого разговора. Готов проинформировать вас о том, что нам удалось сделать, какие вопросы остались нерешенные. Поэтому будем предельно конструктивны, откровенны, готовы работать с вами. Первый вопрос, Мана Михайловна, Пснепресс. Аслан Георгиевич, первый вопрос касается того, вот вы 1,5 года находитесь на посту президента. Что бы вы считали и назвали как свое достижение за это время? Это первый вопрос. И сразу же задам второй вопрос, если можно. Удалось ли вам как-то приблизиться к решению задачи создания эффективной, компактной системы государственного управления, о чем не раз говорилось, в том числе и вами во время предвыборной кампании и на разных выступлениях уже в должности президента? Ну, вы знаете, я вот к таким словам, как достижение, они немного режут слух, как это мне представляется. На самом деле за это время удалось, на мой взгляд, понять и вникнуть в большое количество проблем, в их истоки. Как известно, есть определенные закономерности, есть причинно-следственная связь. Как это мне сегодня видится, проблемы оказались намного сложнее, чем предполагалось там, 1,5 года тому назад или тогда, когда я был в оппозиции. У меня есть доступ к информации, мы имеем возможность глубоко разобраться в этих проблемах, и они оказались куда более запущенными, чем это мне лично представлялось ранее. Что из этого следует? Из этого следует, мы этих проблем не боимся, мы сделаем так, что эти проблемы не перейдут в угрозы, они будут решены, но нужно время на то, чтобы выработать оптимальный механизм решения этих проблем. Что удалось на этом этапе сделать, на мой взгляд, если мы будем говорить на языке профессионалов, будем вникать более детально в то, что я сейчас скажу, на мой взгляд, удалось мобилизовать работу правоохранительных органов. Это не значит, что нам удалось решить все проблемы, но мобилизовать личный состав, подобрать руководство правоохранительных органов. Я в данном случае имею в виду Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности, в известной степени Генеральную прокуратуру. Вы, наверное, знаете о том, что там происходят непростые процессы, население постоянно сталкивается с работой этих органов, и много было нареканий, и много нареканий остается по сей день. При этом личный состав этих ведомств в большинстве своем очень добросовестно работает. Об этом демонстрируют и показывают цифры. Государство тоже не осталось в долгу. В этом году существенное повышение заработной платы произошло в Министерстве внутренних дел. Произошло существенное повышение заработной платы в Службе государственной безопасности. Министерство внутренних дел в этом году получило около 80 единиц новых транспортных средств. И если взять цифры, которые характеризуют их деятельность, эти цифры бывают в сводках, то можно посмотреть, что обозначились серьезные тенденции по уменьшению тяжких, особо тяжких преступлений. Это первое. Второе, раскрываемость этих преступлений повысилась. А это очень тонкая материя. Для того, чтобы подготовить сотрудника милиции или оперативного сотрудника опытного, нужно большое количество времени.
Вот эти вот тенденции, которые там имеют место быть, они связаны с тем, что руководители выкладываются. Конечно, и уровень материального обеспечения, и технического обеспечения, он стал лучше, чем был, но он не соответствует тем требованиям, которые сегодня предъявляет время. Но при всем при этом по тяжким преступлениям, по убийствам, по разбоям, по грабежам можно отследить эту картину в цифрах. Если вам это будет интересно, дальше я вас ознакомлю с цифрами. Там обозначились очень хорошие тенденции. Их необходимо закрепить. Необходимо и дальше помогать правоохранительным органам. Вы, наверное, обратили внимание на то, что несколько лет тому назад было обычным явлением, когда по набережной у нас разгуливали в окружении своей свиты преступные авторитеты. Это было неотъемлемой частью нашего облика нашего города, особенно летом. Молодежь все это видела. Я вот таких фактов за последний год не припомню. И не будет таких фактов. Определенное количество этих товарищей сидит в тюрьмах, определенное количество находится под административным надзором. В ближайшее время, я надеюсь, мы несколько раз это откладывали, не потому что не хотим решить эту проблему, потому что она очень непростая. Правовое обеспечение деятельности того же Министерства внутренних дел. Здесь больше, чем 6 месяцев шла большая работа. И на этой неделе у нас пойдут документы в парламент новые, которые предусматривают существенные изменения в Уголовном кодексе, в УПК, в плане противодействия организованной преступности, в плане противодействия другим видам преступлений. Это существенным образом облегчит работу наших правоохранителей. Вот направление работы, связанное с деятельностью правоохранителей, и те тенденции, которые там сегодня обозначились, это можно считать промежуточным результатом, о котором можно говорить как о каких-то достижениях. Это ваш термин. Хотел бы вам напомнить некоторые такие резонансы преступления, да, связанные с изъятием из преступного оборота огромного количества оружия. В прошлом году, вы помните, было изъято около 2 миллиона 700 тысяч штук боеприпасов. Перед этим, значит, был изъят схрон, в котором находилось огромное количество оружия и боеприпасов, в том числе специальное оружие, самодельные взрывные устройства. Благодаря нашим правоохранителям мы имеем картину, когда впервые в новейшей истории Абхазии, я по этому поводу не злорадствую, просто докладываю вам факты, привлечены к уголовной ответственности и отбывают реальный срок наказания руководителей, которые расхитили государственное имущество. Кое-кто из них находится в бегах, кое-кто реально сидит в настоящее время в исправительных учреждениях. Несколько уголовных дел предъявлено обвинение, будет вынесено судебное решение по водоводу в селе Члоу, по тем событиям, которые происходили в онкологическом центре. Я хотел бы проинформировать вас о том, что это очень непростая работа. Не кивая ни в чей адрес, никого не критикуя, хочу сказать, что наши правоохранители на протяжении многого времени не сталкивались с такими задачами. Такие задачи перед ними не ставились. Вот довести до конца. У нас огромное количество людей, которые имеют какой-то непонятный условный срок. Таким образом, у нас и законодательство сформулировано, что такие решения, они допустимы. Но вот пересматриваем, будет инициатива, если поддержит парламент в этих документах. Мы хотим уйти от такого решения, как применение меры пресечения и домашний арест. Вообще приостановить действие этой статьи, сделать так, чтобы эта статья работала только в отношении беременных женщин, потому что этим пользуются все. Преступники со стажем, все без исключения, имеют документы о том, что они инвалиды. Все эти документы, как правило, носят липовый характер. Значит, начали работать в этом ключе.
цепочка провела в Минздрав, как формируется эта комиссия, кто в этих комиссиях состоит. Конечно, это все требует большого количества времени, системного подхода, кропотливой работы, чем и занимаются и практики, чем и занимаются наши правоведы. Вот такой шаг, он в этом году будет сделан, правовое обеспечение, надеюсь, парламент примет. Вторым этапом, значит, мы продолжим уже реформу в органах внутренних дел в части оргштатного расписания. Все это в конечном итоге должно повысить качество работы. Еще хотел бы обратить ваше внимание на такую проблему. Проблема, связанная с такими видами преступлений, как незаконный оборот наркотиков. Это очень серьезная проблема, имеет отношение к огромному количеству наших граждан. Хотел бы вас проинформировать о том, что в этом направлении в 2020 году, в 2021 году очень результативные эти года оказались. Изъят огромное количество наркотиков, наркосодержащих материалов. Все это делается силами сотрудников милиции. Другая проблема, которая нас очень серьезным образом волнует, это большое количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Эту проблему я пытаюсь контролировать сам лично. Получилось так, что начальник управления ГАИ и заместитель министра внутренних дел, которые курируют это направление работы, им был объявлен выговор. Это как бы так надо было. Какая там картина? Сейчас обозначилась очень неплохая тенденция. Вот в прошлом году по итогам 8 месяцев погибших было около 36 человек. В этом году тоже большое количество, но не 36, а 23. Чтобы вы понимали, это огромный объем работы. Составлено около 70 тысяч протоколов за 8 месяцев этого года сотрудниками ГАИ. Вот я сейчас вам зачитаю цифры одни. У нас в этом году 60 с чем-то тысяч протоколов. Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия серьезным образом уменьшилось. Управление ГАИ, хотел бы обратить ваше внимание, в этом году начислено и взыскано 53 миллиона рублей. Чтобы вы понимали, в 2020 году это было 14 миллионов рублей. Настолько работают интенсивно наши милиционеры. А точнее, если быть личным составом ГАИ Республики Абхазия за отчетный период, то есть с 1 января по 31 августа, выявлено 62 376 нарушений. И вот тут они в разбивке, не буду эти цифры до вас доводить, просто хотел вам продемонстрировать, какой объем работы проведен. Этого недостаточно. В управлении ГАИ есть незамещенные места, есть вакансии. Несмотря на то, что в целом по МВД произошло повышение заработной платы в среднем на 70%, сейчас там средняя заработная плата это 22 тысячи, не идут люди работать. Значит, надо дальше думать, повышать престиж этой организации, находить в бюджете механизмы социального стимулирования сотрудников милиции, социальный пакет должен быть у правоохранителей. Это то, что нам предстоит сделать в ближайшие годы. Такого рода проблемы решить очень быстро не получается. Дефицит и в ГАИ, дефицит по линии управления уголовного розыска, например, в ГУВД города Гагры. Там по штату сегодня должно быть 14 в ОУРе, работает только 5 человек. 4 человека отстранены, там в отношении них служебное расследование. Мы не знаем, они вернутся или нет. Если в их деятельности будут признаки преступления, значит, они должны быть уволены. Большие проблемы в Ачимчирском РОВД с личным составом, кадровым составом. Поэтому эту проблему надо будет решать во времени, спокойно, методично, постоянно этим заниматься. Как я и говорил, нам потребуется пару лет еще для того, чтобы мы имели
институт очень эффективный. И нам потребуется туда вложить существенную сумму денег. И по-другому у нас ничего не получится. Неплохо складываются дела у нас по линии, значит, Министерства по налогам и сборам, по линии Государственного таможенного комитета. Загреб хазергыланы итоп хашас худ хазараква хтирби бшалшара хил офицерсихе сара хазара баси о ужайгва шалат шажу нагес матч кварити швыргыл разы ахан рсвия инвестор тша рада бхала рохтани шиф бхадзуа убрина джидана позиция мчраква рахатарнак тша и выпшим гуным зираква разчернагай хапсна ялшума уртагес матчква халайтиш кварглера наски убригана халаиш тахуамия тхадзра швитома язара айта хопшра швитома Реагес матчква разцара и слум хаврасшоп убрианти угелом свазар. Я готов внести ясность в этот вопрос. О чем идет речь? Недавно я приводил эти цифры. Нет таких государств, которые не привлекают инвестиции. Таковы законы экономического развития. В течение 10 лет Соединенные Штаты Америки привлекли иностранных инвестиций более $2 триллионов. Это одна из самых крупных стран в мире и самая крупная экономика в мире. Нам тоже, безусловно, нужны инвестиции. Конечно, все страны, в том числе и Абхазия, мы не являемся исключением, исходим из того, что если у нас есть внутренний инвестор, способный решить экономические задачи, которые стоят перед государством, мы его готовы приветствовать и готовы помогать. И во всех своих выступлениях, во всех моих подходах я говорю о том, что мы, с одной стороны, должны создать условия для нашего инвестора максимально привлекательные, с другой стороны, с него спрашивать. Но, как показывает практика, видимо, невидимо, а скорее всего, у нас нет достаточного количества инвесторов. Поэтому мы приглашаем иностранных инвесторов. Я тут не вижу никакой проблемы. Иностранные инвесторы работают по нашим законам, они подчиняются нашим требованиям, они берут на себя коммерческие риски, потому что бизнес – это всегда риск. Поэтому мы будем приглашать на наши объекты просто инвесторов. Если это окажется национальный инвестор, добро пожаловать. Если это окажется иностранный инвестор, в данном случае инвестор из Российской Федерации, мы не приглашаем к нам инвесторов из недружественных нам стран, то это будет играть в пользу нашим гражданам. Я хотел бы объяснить более подробно и привести пример, реализованный пример за очень короткое время в Восточной Абхазии. Почему я об этом говорю? Потому что второго такого примера нет. Я надеюсь, в ближайшие несколько лет таких примеров будет очень много, и мы будем говорить на эту тему. Вот иностранный инвестор, который, значит, вложил огромную по абхазским меркам сумму денег в Восточной Абхазии, в место, где было болото, непроходимый лес, не было в этом селе рабочих мест. Там самая высокая заработная плата была у педагогов и пенсионеров 12 тысяч рублей. Сегодня, вот сегодня до конца сентября на этом объекте работает около 180 человек. Из них более 150 человек – это граждане Абхазии. Средняя заработная плата на этом объекте 37 тысяч рублей. Несмотря на то, что объект, его можно квалифицировать как там 2 звезды, 2 с плюсом, может быть, но никак не больше. Но скажите мне, 37 тысяч рублей – это хорошие деньги в селе, в семье? Инвестор в данном случае сыграл кому на пользу? Он сыграл на пользу, если говорить простым языком, нашим гражданам, жителям Восточной Абхазии, жителям села Тамыш. И вот на таких примерах, через другую призму посмотрите, какое количество работоспособного населения и какое количество людей у нас обеспечено работой. У нас очень высокий уровень безработицы. Люди не могут найти работу. Люди, конечно, бывают разные. Кто-то не хочет работать на 37 тысяч, кому-то нужны другие условия. Но на этом объекте желающих попасть было в 5 раз больше. В Восточной Абхазии можно на таких же условиях, я говорю о том, что я вот знаю детально,
Примерно такая же картина везде. Можно поставить 5 объектов, и там найдутся люди наши, которые будут работать. Иначе мы не сможем решить вопросы, связанные с экономическим обеспечением нашего суверенитета. Вот когда говорят о том, что иностранный инвестор может подорвать суверенитет Абхазии, это мне вообще непонятно. Иностранный инвестор, вкладывая деньги в экономику, обеспечивает экономический суверенитет нашего государства и, как следствие, политический. Все с точности да наоборот. Другое дело, что в некоторых государствах есть отрасли, куда они не пускают иностранных инвесторов. Они носят там особо режимный характер или особо стратегический характер. Такое может быть. Или участие иностранных инвесторов носит дозированный характер. Ну, туристическая сфера или сельское хозяйство, или другие перерабатывающая промышленность. Это не те отрасли, которые мы должны ограничивать. Это принесет пользу нашим гражданам. Только таким образом можно будет поднять уровень жизни наших граждан. Вы, наверное, знаете, какая у нас пенсия. Очень низкая пенсия. С чего ее платить, если у нас не будет доходной части бюджета? Где взять источники финансирования? Количество тех, кто получает российскую пенсию, сейчас будет сокращаться. Количество тех, кто будет получать абхазскую пенсию, их количество увеличивается. За счет каких источников нам покрывать эти расходы? Вот поэтому, исходя из совокупности данных, исходя из той картины, которая сложилась, правильно работать с инвесторами, привлечение инвестиций – это условие, которое обеспечит рост наших экономических возможностей. Я исхожу из этого. Я исхожу из интересов нашего населения и нашего государства. Если кому-то не понравилось то, что я сказал по поводу объектов конкретных, которые я назвал, вот несколько объектов, так хотел бы вас проинформировать о том, что они все, без исключения, сегодня находятся в аренде или в собственности граждан Абхазии и преимущественно этнических абхазов. И никто не против того, чтобы они приступили к восстановительным работам. Никто не против, только за. Мы готовы работать с каждым из них, с каждым. Дополнительные преференции, если нужны, пожалуйста. Ну вот поэтому определены были сроки. А вы как хотите, чтобы все это стояло и вот таким образом разрушалось? Вот вы представляете прогрессивные слои нашего общества, образованные люди, которые повидали очень многое. Как нам быть? Все оставить как есть? Или каким-то образом вдохнуть жизнь в эти истории? Многим это не будет нравиться. Не нравится кому? Тем, кто хочет заниматься спекуляцией. Им это не будет нравиться. Тем, кто не планирует эти объекты восстановить, а планирует его перепродать на пике цены. Таких очень много. Мы же должны знать свое окружение. Вот я же не зря вам такие цифры называю. Вы поинтересуйтесь, почему в отеле 2 звезды зарплата 37 тысяч рублей, а в отелях 4 звезды и 5 зарплату показывают 12 тысяч или 13. Появление крупных инвесторов в Российской Федерации или у нас, это же требовало большого количества времени. Были периоды беззакония, были периоды, когда компании уходили от налогов, придумывали разные серые схемы. Сейчас эти компании работают в белую, им не интересно. Люди зарабатывают деньги, люди хотят иметь доброе имя и соответствующее реноме. Поэтому они работают в белую. А это выгодно для нашей экономики, чтобы у нас бизнес здесь велся в белую. Все налоговые платежи, налоговые отчисления, все правила, они едины, что для иностранного инвестора, что для инвестора местного. Если кто-то занимается там торговлей, если он иностранный инвестор или там абхазский инвестор, налоговые ставки для всех одинаковы. Когда есть период преференции, это понятная история, в зависимости от инвестируемых средств. Но потом все работают в одинаковых условиях. Поэтому не имеет большого значения, кто владелец. Есть принцип свободы капитала. Кто бы ни был владельцем того или иного объекта, если он уплатил все налоги, деньги, которые заработаны им, его невозможно обязать
это все реинвестировать в нашу экономику. Он может свободно его вывести и вложить в экономику другого государства. Поэтому мы должны за эти свободные деньги бороться, за то, чтобы эти свободные деньги работали на нашу экономику и на наших граждан. Об этом идет речь. Анжела Кочуберия, ТАСС, подготовится Надя Боровикова. Можно продолжить тему энергетики. Аслан Георгиевич, мы почти все лето живем в условиях веерных отключений электроэнергии. Что нас ждет осенью? Осень уже наступила, зимой. Есть ли какой-то выход из положения, чтобы у нас не увеличивали это время? Я уже не говорю о том, чтобы отменить веерные отключения. Пока веерных отключений нет. Я всегда говорил и сейчас вам говорю о том, что да, в энергетике есть проблемы. Значительная часть этих проблем не решена. Эти проблемы требуют большого количества времени. Часть проблем, может быть, годами надо будет решать. Мы, подготовили вместе с российскими друзьями дорожную карту по развитию энергетики. Она предусматривает поэтапные подходы. Дорожная карта предусматривает вопросы, связанные с установлением в стране экономически обоснованного тарифа. Но он не будет один, этих тарифов будет несколько, в том числе для разных категорий наших граждан. Экономически обоснованный тариф в конечном итоге будет введен в Абхазии в течение 5 лет, он будет вводиться поэтапно. Но что у нас в энергетике происходит? Несколько проблем. 1 800 000 – это задолженность потребителей за электроэнергию за последние 24 года. 1 800 000 000 рублей. При том, что для населения тариф стоит 40 копеек, вот такое количество долгов у нас образовалось. Вторая проблема, связанная с незаконной добычей криптовалюты. Об этом мы скажем отдельно. Поэтому не платят 40 копеек. Есть села, где население платит 15%, 20%. Есть села, в которых вообще не платили. Месяца 3 мы пытаемся в этом вопросе применить адекватные меры. Но собираемость стала повышаться на самом деле. Вот сейчас другие показатели. В июле она повысилась в среднем по стране, собираемость по старым тарифам процентов на 15, в августе повысилась. Будем смотреть и будем пробовать закрепить эту тенденцию. Почему не платят? По разным причинам не платят. Прежде всего не платят потому, что нет приборов учета потребления электроэнергии. Приборами надо оснастить абсолютно всех. Это даст возможность более точно определить, сколько было потреблено. И люди тогда согласятся. Часть людей поэтому не платят. Часть платит, добропорядочные люди. Кто-то говорит о том, что электроэнергия не того качества, которого она должна была быть. Она, конечно, не того качества. А где взяться качественной электроэнергии, если в энергетику нужно было вложить и нужно вложить для того, чтобы она работала в бесперебойном, безаварийном режиме около 20 миллиардов рублей. Соответствующий документ был подготовлен в 2016 году. Было дано поручение, проплачен документ, там $1 миллион стоил документ. Там по ценам 2017 года в течение 10 лет необходимо вложить в энергетику огромную сумму денег. Энергетика, как и любая другая отрасль, требует инвестиций. Тогда она и функционирует должным образом. Дальше я хотел бы ваше внимание обратить. Первая, проблема, которую мы обсудили, это неплатежи. Вторая проблема, для того, чтобы энергетика функционировала в безаварийном режиме, необходимо туда вложить существенную сумму денег. Мы договорились с нашими российскими друзьями, будем инвестировать в энергетику на первом этапе на несколько лет, это расписано, около 5 миллиардов рублей. Это даст возможность в безаварийном режиме работать. Сейчас мы занимаемся тем, что латаем дыры. Вы знаете о том, что линия Чегвара, сейчас там идет ремонт, немножко затянули по времени. Все, что я говорил полгода тому назад, год тому назад, в сроки практически, которые были оговорены, очень многое не удалось сделать, потому что
Тут и бюрократия, и согласование. Кроме желания ничего нет. Денег у нас нет. Но, слава Богу, и деньги нашли. Значит, линия Чегвар, она будет отремонтирована. Были, значит, чрезвычайные происшествия, да, там чрезвычайные, у нас ураган был, линия, значит, ПСОУ, она повреждена. Сейчас идут работы по восстановлению линии ПСОУ. На следующей неделе я туда выеду, и будут кадры, вы увидите. Этим мы занимаемся. Вы знаете о том, что в Чимчирской подстанции был пожар. Восстановлением этого мы тоже занимаемся. Все это требует денег. В какой-то степени навстречу нам пошел парламент. Часть денег мы перегруппировали. Поэтому эти проблемы в рамках дорожной карты, они будут решены. Это все расписано на 3 года. Но хотел бы ваше внимание обратить, кто-то скажет, вот повышение будет цены за электроэнергию. Параллельно будут устанавливаться счетчики, а потом будет идти повышение этого тарифа. Опять-таки будет социальный тариф, определенные объемы там будут за 40 или 50 копеек, допустим, там 10 киловатт. Сверх этого уже, значит, история будет носить другой характер. Во-первых, там, где счетчики, там очень серьезная экономия средств, это показывает практика. Во-вторых, уровень потребления тоже другой. Счетчики дают возможность дистанционного отключения. Вот я тут хотел бы особое внимание обратить на то, что ваш вопрос, ваши заботы, мои заботы связаны с тем, чтобы электричество было у всех. Не у тех, кто не платит и живет за тех, кто платит. Для того, чтобы электричество было у всех, нам придется обидеть кого-то или заставить их жить по правилам, через меры принуждения. Кого-то придется отключить. Разве это справедливо, когда кто-то платит, а кто-то не платит? И все расходы несет тот, кто платит. Вот те, кто не платит, те, кто не будет подчиняться правилам, они будут отключены. Для того, чтобы не было драк, конфликтов, есть система дистанционного управления. Вот эти 4,7 миллиардов рублей, в том числе, они предусматривают такой подход. И самое главное, чтобы вы знали, мои дорогие друзья, чтобы знало наше население, есть цена на эту электроэнергию. Вот в братской Южной Осетии электроэнергию Российская Федерация поставляет почти по 5 рублей. Они там датируют через бюджет, но реально население платит 2 рубля 70 копеек. И у них собираемость около 80%. Но никто же не может нам сказать о том, что в Осетии живут богаче, чем у нас. Но там и собирают люди, ответственно к этому относятся. Тот, кто не платит, счетчики стоят, их отключают, и они платят. Поэтому альтернативы экономически продуманному подходу с учетом социального фактора этому нет. Бояться здесь не надо. Сейчас будут сложности, мы рассчитываем на то, что нам помогут наши российские друзья, они нам помогали и сейчас помогут. Верных отключений не было этим летом. По графику ночью отключают, ну, конечно, кто-то это чувствует, но это мера вынужденная. Я думаю, мы будем примерно в таком режиме и зимой работать, если у нас не будет дополнительных аварий. А вот для того, чтобы у нас не было аварии, мы должны к зиме подготовиться. А энергетики дали нам документы, в котором обосновывают необходимость вложения в эту отрасль около 200 миллионов рублей. Нужен аварийный запас. Это значит провода, изоляторы, расходные материалы на зиму. Это примерно на 50 миллионов рублей. Необходимо приобрести 2 резервных трансформатора по 16 мегаватт. Необходимо отремонтировать технику, которой они пользуются, подъемники, краны, бульдозеры. Все это пришло в негодность. Все это очень серьезным образом изношено. Необходимо частично хотя бы восстановить сгоревшую подстанцию в Очимчире по С-тяга, где был пожар. Необходимо принять меры по замене силового кабеля в Афоне. Он рассчитан на определенный объем потребления, а нагрузка в Афоне объективно увеличилась. Там появились, к счастью, отели, появились рестораны. На протяжении многих лет вот этот вот силовой кабель, который там питает этот населенный пункт,
он нуждается в том, чтобы его заменить. А это около 30 миллионов рублей. Мы этим занимаемся. Правительство занимается изысканием средств для того, чтобы вот, наиболее уязвимые места в энергетике зимой закрыть. Я надеюсь, мы сможем эти вопросы решить. Надя Боровикова, Абазатова. Вот, мы все знаем, что интересное расположение Ингургэс своеобразное, то есть плотина находится на той стороне другого государства, перепадный ГЭС на нашей стороне. При этом эксплуатируем мы ее совместно, за генерацию мы не платим, но вот эти перепадные, которые мы всегда называем своими, считаем их своими, они тоже не находятся на балансе ни одного госпредприятия, мы не тратим деньги на их обслуживание, ремонт и так далее. Вот сейчас мы ищем инвестора. Это что означает? Что мы привлекаем деньги на частное грузинское предприятие, которое ООО Грузия, которое тоже берет кредиты в европейских банках и ремонтирует, либо же это говорит о том, что мы договорились, и если мы привлечем и отремонтируем, мы будем совместно эксплуатировать, и весь излишек электроэнергии будем брать в себе, и мы в сотрудничестве с грузинской стороной эти проблемы. Либо же мы в одностороннем порядке заберем себе на баланс и скажем, это наше, и мы что хотим, и будем делать. Вот как юридически это будет? Хорошо. Вот эти вот 3 перепадные ГЭС, они взяты на баланс этим летом. Было дано поручение, они являются собственностью абхазского государства. Теперь необходимо сделать так, чтобы эти станции работали. В связи с этим было дано поручение правительству. А перед этим было обращение одной частной компании, которая заинтересовалась этим перепадным ГЭС, и на определенных условиях эта компания готова проинвестировать и работать на определенных условиях. Было дано поручение правительству изучить их предложение, подготовить встречное предложение, которое учтет в полной мере интересы нашего общества и государства. Этой работой они занимаются. Значит, смотрите, чтобы вы понимали, для того, чтобы восстановить перепадный ГЭС, там объем инвестиций около 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Конечно, инвестор должен быть уверен в том, что его права будут защищены. Инвестор должен быть уверен в том, что условия работы экономические не поменяются, потому что он делает расчеты и так далее. Сейчас, до конца октября текущего года, появились еще предложения от других инвесторов. Правительство изучает. Мы не отдаем кому-либо предпочтение. Мы дадим предпочтение той компании, которая предложит наилучшие условия. Вот, например, одна компания предлагает нам 200 миллионов рублей арендная плата в год, и платят они налоги. Другие компании свои предложения формируют. Посмотрим, какое из этих предложений будет лучше. Это серьезный проект, правильно? Аналогов у нас нет. Мы ничего подобного никогда не восстанавливали, поэтому очень много времени прошло, как кажется, с одной стороны. С другой стороны, мы учимся и смотрим, как это правильно сделать и как принять решение, единственное решение из многих предлагаемых, которое будет правильно. Посмотрим. Если предложение, которое сформулирует наше правительство, не пройдет, оно окажется слишком с большими заявленными позициями, значит, будем понижать свои аппетиты. Посмотрим, как отреагируют эти компании. Взаимодействие с грузинской стороной, оно имеет место быть в рамках Ингургэс. Оно имеет место быть. Это же был единый комплекс. Они должны синхронно работать, должен быть единый диспетчер, который... Потому что там выпускают дополнительный объем воды, здесь должны на это отреагировать или аварийно скидывать, или еще что-то. Непростая такая задача, но ее надо решить. То, что такой актив разрушается десятилетиями, это неправильно. Надо создать условия, чтобы этот актив начал работать на нашу экономику.
Низ Фарш, информационное агентство Аяшара. Мы последние полчаса говорим об энергетике, но я так и не услышала самый главный ответ. Вы вообще как считаете, энергетическая отрасль, она должна быть государственная или частная? Это мой первый вопрос. А почему вы решили, что это главный ответ? Ну, потому что от этого исходят все остальные решения, ну, по крайней мере, так мне кажется. Ну и второй вопрос. Оппозиция очень остро восприняла, значит, предложение инвесторов российских, которые хотят приступить к восстановлению перепадных ГЭС. Ну, понятно, значит, это нормально, когда оппозиция против. Вот в этом зале не так давно вы проводили совещание, на котором очень резко высказались в адрес правительства и дали даже им срок до 1 октября привести в До октября. Включительно октябрь. Почему оппозиция сопротивляется, но почему правительство так-таки восприняло вашу инициативу? Во-первых, я инициативы правительству не предлагаю. Я им даю поручения, они их исполняют. Другое дело, что на исполнение любого поручения требуется время. Раз. Второе, требуется наработать опыт, которого у нас нет. Мое поручение правительством будет исполнено в те сроки, которые я обозначил. А если оно вдруг не будет исполнено, ну тогда я включу другой механизм, и все. Энергетическая отрасль сегодня является государственной отраслью, и таковой остается. В данном случае инвестпредложения, которые поступили, не предусматривают условия передачи этих объектов кому-либо в собственность. Речь идет о том, что они готовы инвестировать на условиях долгосрочной аренды. Речь идет о долгосрочной аренде. С учетом объемов предполагаемых инвестиций, сложностей, это, конечно, 25 лет. Арендаторы, потенциальные инвесторы просят больше, но мы пока 25 лет. Мы намерены действовать в рамках существующих законов, в том числе закон об энергетике. Никто не собирается этот закон нарушать. На этом этапе таких планов нет. А если нам завтра покажет жизнь необходимость внесения кое-каких корректив в этот закон, если сама жизнь нас подскажет, это опять-таки вопросы парламента. Мы будем говорить на эту тему, будем обсуждать. Сегодня эти инвестиционные предложения рассматривают в строгом соответствии с существующим законом об энергетике. Дмитрий, статья на РИА Новости, подготовить совет. Первый вопрос. На какой стадии находится открытие Сухумского аэропорта и сколько средств потрачено и планируется потратить? Это первый. И второй, как оценивать турсезон, ну вот в условиях пандемии, как он проходит, на ваш взгляд? Вы знаете, Дмитрий, говорить, на какой стадии находится вопрос открытия Сухумского аэропорта, это приятно слышать, но до открытия дела еще очень много. За это время мы изыскали средства, это около 120 миллионов рублей, на подготовку проекта. Проектно-сметная документация с государственной экспертизой. Вот там были сложности, Дмитрий. У нас нет специализированных проектных институтов, да, в Абхазии, которые могли бы такую работу провести. Как выяснилось, таких проектных институтов не так-то и много, их несколько, в том числе в Российской Федерации. Об этом знают все. Не каждый проектный институт согласился иметь с нами, потому что эти проектные институты согласился иметь дело с нами, потому что эти проектные институты работают за рубежом. Они могут подпасть под санкционный режим. И вот эти вопросы тоже, утрясти эти вопросы, на это ушло много времени. Вообще, конечно, на согласование документов уходит очень много времени. Я не предполагал, что это такая затяжная история по времени. Вот. Ну, так устроен этот мир. Мы ничего в этом плане пока поменять не можем. У нас здесь на согласование много времени не уходит. Вот есть определенный порядок в Российской Федерации, надо согласовывать с ведомствами, с министерствами, потом с правительством. Кто-то уходит в отпуск, кто-то вносит изменения. Значит, мы это все должны по второму кругу. Это нормальный процесс, он просто трудоемкий. Поэтому проектно-сметная документация будет готова к осени 2022 года. Инвестор потенциальный определен. Он и профинансировал
профинансировал проектные работы. Но что произошло за это время? За 4-5 месяцев, вот несколько раз специалисты приезжали, это было в феврале и в марте. Вот с марта месяца по настоящее время стоимость некоторых строительных материалов увеличилась в 2 и более раз. Например, арматура, например, пиломатериалы. А это, сами понимаете, взлетно-посадочная полоса – это бетон и металл. И вот предварительные цифры, которые были в то время озвучены, они существенным образом будут корректироваться. Ну, поэтому проект все покажет, в проекте будут соответствующие повышающие индексы с учетом роста цен и так далее. Работа идет основательная. Вот в настоящее время, сегодня, в Москве находится заместитель главы администрации президента Валерий Иванович Паба, вице-премьер Кристина Константиновна Озган. Завтра у них встреча в Росавиации, в том числе и по этому вопросу. Есть рабочая совместная группа. Медленно, но верно идет процесс. По тем данным, которые есть в министерствах и ведомствах, можно считать, что сезон состоялся, высокий спрос, большой поток людей. Ну, а финансовые результаты будем подводить позже. На этом этапе предварительные результаты, они хорошие, они, скажем так, вселяют некий оптимизм. Конечно, часть проблем мы снять не смогли. И я в этом честно вам признаюсь. Мы будем решать эту задачу. Вопрос, связанный с изменением режима работы на государственной границе. Это серьезным образом сдерживает поток туристов. И существенным образом это влияет на экономику в целом. Так же, как отсутствие аэропорта. В этом году мы думали в начале года, что сумеем запустить морское сообщение. Там предварительные договоренности были, но морские вообще круизы отменены из-за ковида. Поэтому интерес к нашей стране, он есть. Хотел бы отметить одну вещь. Туроператоры российские, заинтересованные российские ведомства отмечают, что неплохой уровень безопасности обеспечен в отношении туристов. Вот краж стало значительно меньше. Без особой необходимости не беспокоит российских автовладельцев и многое-многое другое. Это бросается в глаза, и этим надо нам с вами в обязательном порядке воспользоваться. Елена Заводская, Эхо Кавказа. Скажите, пожалуйста, Соня Юрьевна, Южная Осетия подписала с Российской Федерацией соглашение о двойном гражданстве. Да. Есть ли такие же договоренности у абхазской стороны? Это один вопрос. Второй вопрос. Значит, у нас сегодня такая ситуация, что при том, что, в общем-то, отсюда были свободно открыты, несмотря на пандемию, у нас закрыты театры, выставочные залы, заведения культуры, хотя они не являются самыми посещаемыми местами, очень большого скопления людей. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на возможность открытия учреждения культуры? Это второй вопрос. И еще один вопрос, если можно, говорите, на последнем заседании я услышала информацию о том, что вы давали поручение, чтобы общались должностные лица с представителями абхазского телевидения. Абснепресс просила о том, чтобы, значит, они общались с Абснепресс. Нельзя ли решить эту проблему комплексно, чтобы должностные лица вообще общались со всеми журналистами в соответствии с законом о доступе к информации СМИ? Потому что сегодня такая ситуация, что все переложили на пресс-службы, нам говорят, работайте на пресс-служб. Но пресс-служба – это не то ведомство, которое должно отделять общество от чиновников. У него есть задача организовать коммуникацию между журналистами, между СМИ и должностными лицами.
Вот как нам быть в этом смысле, потому что сегодня, насколько я понимаю, государственный аппарат, чиновники очень закрыты от журналистов. Ну, первый вопрос о двойном гражданстве. Так? Информирую вас, уважаемые коллеги, значит, в этом году достигнута договоренность о подписании международного договора, который будет определять основания для упрощенного порядка приобретения гражданами Республики Абхазия российского гражданства, а также правовой статус лиц, имеющих два гражданства. Распоряжение президента Республики Абхазия о подписании соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства подписано мной 25 августа 2021 года и направлено российской стороне. Мы потеряли, не потеряли, нам потребовался год для решения, для подготовки решения этого вопроса. Соглашение и российской стороной, и абхазской стороной подготовлено. У нас к соглашению нет, оно, скажем так, согласовано сторонами. Вот я дал доверенность, и в ближайшее время оно будет подписано. Значит, есть понимание с российской стороной, что граждане Республики Абхазия, что это означает, да, имеют право получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Значит, сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов, порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента Российской Федерации после того, как будет подписано соглашение. Мы можем сказать, что свою часть работы мы выполнили, этот механизм будет задействован. Сейчас вот осталось подписать соглашение, а потом должен быть указ президента, который определяет порядок приобретения этого гражданства. Следующий вопрос, значит, учреждение культуры. Ну, я вообще за то, чтобы мы не перебарщивали с ограничительными мерами. Но, уважаемые коллеги, как это русская поговорка, обжегшись на молоке, дуешь на воду, так, да? Есть такая поговорка? Есть такая поговорка. Поэтому тут аккуратно мы будем действовать, чтобы не навредить. Я понимаю, там неоднократно обращались, особенно вот руководство русского театра. Неплохо там у них поставлена работа, люди хотят, конечно. Посмотрим в ближайшее время, еще раз совзвесим. Последние 10 дней обозначилась тенденция, я не знаю, насколько она будет устойчивой, обозначилась тенденция на уменьшение количества заболевших. К счастью, в больницах у нас сегодня в ковидных свободные места. Мы не можем сказать о том, что вот такой наплыв, как это было в конце июля, в начале августа, тогда был очень серьезный рост. Надо немножко повременить. Вы, как никто другой, представляете, насколько мы уязвимы, насколько готова, значит, наша страна для противодействия такой проблеме. Очень тяжело. Здоровье нации – это вопрос номер один. Все остальное должно быть подчинено этому императиву. Мы из этого исходим. Конечно, если вот эта тенденция будет устойчивой, библиотеки мы откроем, театры можно будет, конечно же, посмотреть. Я постоянно испытываю двойные чувства. Вот вчера ко мне представитель Госкомспорта хотел попасть, не смог. Сегодня он меня ждет. Они тоже какие-то мероприятия хотят провести. Жизнь, она продолжается. Но, тем не менее, ограничительные меры. При всем при том, что мало кто их соблюдает, или не все их соблюдают. Но это позиция государства. Значит, вопрос работа СМИ руководителей. Да, есть такая проблема. На той неделе, да, я получил письмо от руководителя АГТРК. Сейчас они планируют, как я это понял, организовать цикл телепередач, когда будут обсуждаться проблемы с участием действующих руководителей и при желании руководителей, которые работали до этого, чтобы профессионалы собрались. Это очень полезно. Я вот тоже считаю это правильным, поэтому дал такое поручение. Мы эту работу тоже отладим, работу руководителей ведомств со СМИ.
Но вы тоже должны понимать, мои дорогие друзья, что часть работы за них будут выполнять пресс-службы. Но министр не может постоянно работать у него там еще основной вид деятельности, да, за который ему платят. И основные показатели, которые он должен получить и выложить их. Поэтому ваши рекомендации я принимаю. В большинстве случаев наши руководители не дорабатывают. Но в адрес министра здравоохранения этого не сказать, правильно? В адрес министра по налогам и сборам этого тоже не сказать, правильно? Он там бывает. Или вы не согласны со мной? Нет, я не согласна. Да. Мы всех заставим потянуться. Недоступны специалисты, Аслан Георгиевич, я даже не говорю о руководителях. Специалисты недоступны, и пресс-служба не должна подменять работу СМИ. Особенно это касается Да. Минздрава. Да. Хорошо. То есть вы недовольны тем, как? Нет, конечно, да. А чем именно? Что в Минздраве должно быть? Я звоню специалисту, предположим, в той или иной сфере, прошу прокомментировать мне ситуацию с ростом заболеваемости, с состоянием компьютерного томографа, с чем-то еще, с появлением нового штамма вируса. Мне говорят, что у нас приказ министра, никаких комментариев никому не Но давали. вы вот знаете как? Неверно. Министр попросил, это я знаю, потому что это непосредственно моя работа, министр здравоохранения попросил медицинское сообщество, что если по конкретной теме, да, например, по ковиду, если обращаются журналисты, чтобы это не стоматолог комментировал или там какой-то специалист в другой области, а чтобы специалист конкретно владеющий информацией. Извините, пожалуйста, я к стоматологу никогда не обращаюсь, чтобы Не, а у нас, я не знал, что вы мне зададите такой вопрос, но осенью в прошлом году у нас такая история была, когда не стоматолог может быть, а это мог быть, к примеру, там, да, какой-то другой врач комментировал работу, было такое. Вообще пандемия, да, условия очень непростые, и в Министерстве здравоохранения за все сегодня отвечает министр. И ему было поручено работать со СМИ, чтобы не было неправильной информации. Вот одни врачи комментируют одно и то же, разные врачи по-разному. Особенно было очень много разговоров вокруг проблем, которые были в ковидном госпитале. Были надуманные истории. Там кто-то говорит, что зарплату им не платят, там того нет, этого нет. У нас в медицине того нет, этого нет. Это история десятилетиями. Я живу, вырос здесь, и в советские времена тоже об этом говорили, что там лекарства надо подкупить, если там, бинты, может быть. Сейчас в условиях пандемии мы не можем себе позволить, чтобы интервью на эту тему давали все. Есть министр, ну, может, он кого-то еще уполномочит. Нам нельзя картину преподносить хуже, чем она есть. Вот кто-то любит жареные факты, там интересные заголовки. Это вызывает интерес у читателя, но при этом дезинформирует население. Такое тоже может быть. Врачи в целом сталкиваются с серьезной проблемой. И государство тоже пытается эту проблему решить на максимум своих возможностей. Вот в таких условиях, в условиях пандемии, в некоторых странах даже есть элементы чрезвычайной ситуации. Работа со СМИ, она сводится к серьезным ограничительным мерам. Такое тоже может быть. А вы посмотрите, что происходит в Грузии. Вы знаете, там какой рост заболеваемости, что там происходит. Очень сложный процесс. Я не злорадствую, я просто... Давайте это доверим нашему новому министру, который спит 4-5 часов в сутки. А потом доработает. Времена будут лучше. Если кто-то нарушил из руководителей закон о СМИ, я готов вас поддержать. Я тут не лукавлю, я заинтересован в том, чтобы министры доводили информацию о той работе, которую они проводят. В современном мире это очень важно. Дениза Гергиев, Хасское телевидение. Следующий вопрос у Наид Гагарян. Оппозиция связывает возникновение топливного кризиса с появлением АЗС «Подорожник». Прошу разъяснить эту ситуацию. Вообще очень много разговоров вокруг подорожника. И говорят, что к этому имеют отношение высокопоставленные государственные чиновники. Так ли это? Значит, топливный кризис
знаете, что такое топливный кризис? Не дай бог, чтобы он у нас был. У нас были перебои с топливом. На некоторых заправках у нас в стране не было определенных видов топлива. И максимум, это, конечно, плохо, но максимум 45-50 минут, и человек мог заправиться. Это нельзя назвать кризисом, это можно назвать перебоями в снабжении топливом нашего населения. Почему это произошло? И самое главное, почему выросли цены? Видимо, вас это интересует, правильно, да? Цены выросли по нескольким причинам. Оптовые цены выросли в Российской Федерации, экспортные цены. У них работает механизм субсидирования внутри. Если экспортные цены растут, внутренние цены они не повышают, а экспортные цены, значит, повышенные продают, и за счет денег, которые поступают в бюджет, российский бюджет компенсирует потери нефтяных компаний внутри. Но мы, как известно, топливо не производим, и связаны в этом вопросе напрямую с процессами, которые происходят в России. Там цены оптовые выросли, поэтому выросли у нас. Это первое. Второе. По договоренности определенный объем топлива в Абхазию завозят. На Абхазию есть определенный лимит. Он определяется осенью, вот в ноябре, где-то на будущий год. Лимит того объема топлива, который можно завезти, не уплатив экспортную пошлину, чтобы цена у нас была недорогой. Проблема связана с ковидом. Объемы потребления топлива упали, самолеты не летали и так далее. И никто не мог спрогнозировать у нас в Абхазии, что в этом году будет такой рост. Мы запланировали определенный объем, я сейчас не помню, 70 тысяч тонн, по-моему, по году. И эти 70 тысяч тонн наши компании-трейдеры завезли. И все. А на самом деле 70 тысяч тонн мы потребили к концу августа. Это вторая причина, по которым сейчас мы дополнительные объемы согласовали. Это было не так просто сделать, но мы их согласовали, и до конца года опять будет работать схема, при которой, значит, беспошлино будут завозить топливо, чтобы у нас топливо опять не выросло в цене. Это вторая причина. Третья причина с перебоями связана с тем, что большой поток железнодорожных перевозок. А летом в сезон дают приоритет человеческим, пассажирским перевозкам и перевозкам предметов первой необходимости, это питание и так далее. И на собственные нужды, это Сочи. Это тоже вызвало, если раньше уходило на поставку топлива там 2 недели, сейчас вот в пиковый момент до 1 месяца. Все это привело к повышению цен и к перебоям. Компания полностью принадлежит ООО «Апсны Групп», обществу, созданному в России. Значит, учредителем компании «Подорожник» является компания «Апсны Ойл», генеральный директор Ашуба. В свою очередь, компания «Апсны Ойл» принадлежит компании «Апсны Групп», обществу, созданному в России, единственным участником которого является российское общество «Новая нефтяная компания». И это одна из немногих компаний. У нас самая крупная компания, которая занимается поставками нефтепродуктов, это Роснефть, потом частная компания «Азид», частная компания «Алхан», какие-то незначительные объемы завозит, там продает «Абхазтоп», и компания «Подорожник», это всего 3 заправки. А у нас по Абхазии этих заправок штук 40, а то и 50. И не думаю, что 3 заправки могли бы каким-то образом повлиять на рынок нефтепродуктов. Там работают люди, платят налоги, насколько я знаю. А вы можете поинтересоваться глубже, если это вам интересно. Аслан Георгиевич, в последнее время на автомобильном участке абхазо-российской границы очереди водителей простаивают. Это связано с тем, что обновляется база данных на автомобиле именно с абхазскими госномерами. Возможно ли как-то решить этот вопрос, чтобы люди не проставили столько времени? У меня еще один вопрос касается МИДа. Как вы оцениваете работу МИДа Абхазии? Нам необходимо менять в целом работу на пункте пропуска. Мое глубокое убеждение, оно не всеми разделяется,
состоит в том, что пункт пропуска ПСОВ перегружен контрольными органами. Их там слишком много. С моей точки зрения, я это пытаюсь довести до моих российских коллег, это никак не оправдано. Вот до тех пор, пока будут там представлено такое количество ведомств, всегда найдутся механизмы, которые будут мешать расширению потока. И нам дополнительные границы, которые мешают общению, я говорю на языке обычного гражданина, по мне они не оправданы, по мне они не нужны. Я задаю вопрос некоторым коллегам, а что в результате выявлено вот этих вот мер? Я извиняюсь, эффект какой-то есть, какое количество там пресечено правонарушений, изъято товаров, которые там и так далее. Какой-то эффект есть, но он, на мой взгляд, никак не соизмерим с теми сложностями, которые испытывают наши граждане. Поэтому, вот знаете как, вы поднимите документ, договор от 24 ноября 2014 года. Там написано, со дня вступления договора в силу в течение 2 лет стороны предпринимают усилия по изменению режима работы на госгранице, свободное перемещение граждан, товаров, услуг и так далее, за исключением случаев, когда это требует там, вопросы безопасности. Но этот же механизм не был реализован. Я как бы никого не критикую, он не был реализован, потому что этим надо постоянно заниматься. Очень много взаимосвязанных вопросов. Наконец-то есть чиновники, которые, там же тоже работают люди, они заинтересованы в сохранении своих рабочих мест. Там есть ведомства. Вот я не хотел об этом говорить, но напомню вам такую историю. Вы наверняка ее знаете. Там 2018 год, 2019 год, 2017 год, цитрусовые, когда вывозили, сколько приходилось платить нашим гражданам денег за перевалку этого груза? До 12 рублей за 1 килограмм. Были посредники, которые занимались оформлением этого груза, и 12 рублей крестьяне должны были заплатить для того, чтобы их продукция оказалась на российском рынке. В прошлом году, когда мы поставили задачу и потребовали этих товарищей, чтобы цена была не больше 6 рублей, вы, наверное, помните, на несколько суток образовывались пробки. Это объективно связано с большим потоком, с большим урожаем, но и субъективный фактор там тоже был. Вот вывезли чуть-чуть более чем 60 тысяч тонн. Умножьте на 6 рублей, 360 миллионов рублей денег, они там не досчитались. Уровень наших взаимоотношений, уровень контактов, уровень общения, уровень обмена должен быть другой. Так, как это, например, делается во многих европейских странах. Это никоим образом не понижает чей-то суверенитет, а создает дополнительные условия для развития экономики и культурного обмена. Вот мы по такому пути пойдем. Работу МИДа сегодня я не планировал оценивать, но нареканий к руководству МИДа у меня нет. Я так сказал бы, что министр работает добросовестно. Появилась в социальных сетях информация о том, что Дауркович подписал в пятницу заявление об отставке. Да. Я не хотел бы это комментировать, потому что Дауркович сейчас находится в зарубежной поездке. Он приедет, и мы как бы с ним пообщаемся. А еще раз хочу сказать вам о том, что к работе министра иностранных дел у меня претензий нет. Пока все остается так, как есть. А слухи, я не хотел бы их комментировать. Мадина Бганова, информационное агентство «Садгы». Александр Юрьевич, вот здесь затронули вопрос работы театра. Вот Абхазский театр уже почти год без руководителя. Вот сотрудники театра, актеры пишут, что им нужен руководитель, они просят там в соцсетях и руководство, и министерство, чтобы его назначил гендиректор. Что какой руководитель? Мы исходили из того, что какие-то рекомендации поступят. Новый руководитель, который будет назначен, должен работать с этим коллективом. Так, да?
Это же, во-первых, творческая работа, во-вторых, в рамках одного коллектива. Поэтому мы не хотели бы допустить ошибку с новым руководителем. Наверное, немножко затянули, но мы ждем и от них каких-то предложений, кого бы они видели, кто бы с их точки зрения мог работать эффективно на этой должности. И, конечно, так долго продолжаться не будет. Но если не будет никаких предложений с их стороны, то мы сами такое решение примем. Назначить человека — это же не так сложно. Другое дело, назначить надо того человека, который смог бы эту историю с конфликтом закрыть, создать условия, при которых театр будет заниматься творчеством, и зритель вернется в этот театр. Есть сложности, мы не хотим принимать поспешных решений. Соответствующие поручения есть и у министра, и у правительства. Они тоже взвешивают, думают. Театр имеет традиции, и не хотелось бы с руководителем, с новым, допустить ошибку. В связи с этим время немножко затянулось. Но в ближайшее время, этой осенью, я думаю, вопрос с руководителем будет решен. Эсмарджини, газета «Республика Абхазия». Вопрос, который касается оптимизации работы Кабинета министров и администрации президента. И что даст их согласованная работа в решении проблем, которые существуют в Абхазии. Администрация президента, правительство, как известно, это одна ветвь власти, исполнительная ветвь власти. И необходимо, чтобы они работали, и администрация, и правительство, синхронно, чтобы не было каких-то препонов в реализации общих целей и задач. Знаете как, вот этот год, который прошел, для меня он был очень полезным с точки зрения познавательной. Как вот правильно состыковать механизмы государственные, как правильно выстроить вертикаль власти. Мы будем работать над оптимизацией. Я не могу сказать о том, что существующая схема, существующий порядок вещей является оптимальным. Есть ряд соображений, есть ряд инициатив от разных политических партий, инициатив, которые вызрели в рамках работы Конституционной комиссии. Мы это будем изучать, мы это будем систематизировать и, конечно, все это претворять в конкретные дела. Я сейчас не хочу говорить пока, о чем конкретно пойдет речь, но я думаю, мы пересмотрим и структуру правительства, и администрации президента тоже. Мы начали с того, что большое внимание уделили правоохранительным органам, а вот государственный аппарат – это то, что у нас на очереди. Это связано еще и с бюджетом тоже. Если мы что-то меняем, если мы отказываемся от каких-то министерств или существенные оргштатные изменения, они должны быть отражены в бюджете будущего года. Манана Гуйгуля, следующий вопрос, Руслан Тарбин. Руслан Георгиевич, у нас очень любят говорить о необходимости принятия различных программ экономического, социально-экономического, политического развития и так далее. Недавно озвучивалась мысль о том, что правительство разрабатывает программу социально-экономического развития на 2022-2025 годы. Чем она отличается от тех программ, которые принимались раньше, к примеру, тех же 25 шагов, и не постигнет ли ее участь, которая постигала предыдущие программы? Это первый вопрос. И второй вопрос, какова судьба той инициативы, с которой вы выходили, хорошие инициативы создания общественного совета, консультации из различных политических сил, и как-то вот
Не видно, не слышно его. Да, по поводу программ социально-экономического развития. Было дано поручение правительству актуализировать программы, которые были приняты или были разработаны, но не приняты. Их было несколько. Если вы помните, программа социально-экономического развития на 10 лет, она была утверждена указом президента в 2016 году, и программа социально-экономического развития 25 шагов. Она была презентована, ее направили в парламент, рассматривалась в правительстве, но эта программа не была принята. И вот для того, чтобы не начинать все с нуля, было дано поручение правительству изучить, посмотреть эти программы, насколько они реализуемы, насколько они актуальны, потому что прошло много времени, актуальность каких-то вопросов могла пройти. И сейчас как раз-таки правительство занимается этой работой. Если вы обратили внимание, вот 2 недели тому назад приезжали руководители Министерства энергетики и Министерства экономики Российской Федерации. Мы сидели, разговаривали вместе с ними, я проводил здесь совещание, и я обозначил ряд вопросов, которые мы обязаны и должны решить. Это вписывается в рамки наших особых взаимоотношений с Россией. Для решения экономических программ нам необходимы ресурсы, людские ресурсы, иные ресурсы. И самый главный ресурс, который необходим, это финансовый ресурс. И первый вопрос, если мы будем реалистичны, где его взять? Вот на основе вот этих 2 программ и новых подходов формируется новая программа. Формируется не только абхазской стороной, формируется вместе с абхазской стороной Министерством экономического развития России. Я исхожу из того, что эта программа будет, когда она будет составлена, вероятность того, что она будет реализована, будет 100%, потому что часть вопросов в решении части вопросов мы будем рассчитывать на помощь России. И, как показывает практика, они от своих обязательств никогда не отказывались. Как только эта программа будет сверстана, мы вас с этой программой ознакомим. Сейчас, я считаю, пока говорить на эту тему более предметно преждевременной. Но основные пункты программы вы уже знаете. Мы должны, вот я могу перечислить, поменять режим работы на государственной границе. Мы должны решить вопросы, связанные с энергетикой. Мы должны решить такие важные инфраструктурные проекты, как водоснабжение и канализация. Мы должны вложить колоссальные суммы денег в дорожную инфраструктуру. Мы должны восстановить железнодорожное сообщение. Мы должны построить аэропорт. Мы должны принять пакет законопроектов, который позволит привлечь инвестиции и многое-многое другое. Вопрос, связанный с обеспечением нашей энергетической безопасности, альтернативные источники энергии, газификация, это тоже входит в эту программу. В основе программы лежат вот такие шаги. Если мы их в сжатые сроки не предпримем, то очень сложно будет решать вопрос, будет невозможно. Вот ситуация будет такой, как она была. Нам конкретные точечные проекты должны быть реализованы. Вообще-то говоря, экономическая наука говорит о следующем, о том, что рубль, вложенный в инфраструктуру, правильно вложенный рубль, туда приходит после этого 5 рублей частных инвестиций. Но не будет у нас никто строить дороги за свои деньги. Не будет этим заниматься частный инвестор. Частный инвестор не будет строить или ремонтировать аэропорт, если мы не подведем туда мощности по воде или по свету. Он же не будет гидроэлектростанцию нам строить. Это вещи взаимосвязанные. А тот проект, который мы верстаем вместе с нашими российскими друзьями, он реалистичен, он реализуем, но все это не очень просто. Проблем же везде хватает. Мы там со своими проблемами приезжаем. У российских территорий, у субъектов свои проблемы. Это нужно доказывать, это нужно объяснять, это нужно увязывать
с гармонизацией. Это нужно постоянно говорить о том, что мы создаем единую территорию обороны и безопасности, единую территорию социально-экономического развития. У нас нет никакой другой альтернативы, кроме реализации тех договоров, которые подписаны с Российской Федерацией. Только реализация этих договоров позволит наполнить экономически наш суверенитет, сохранить нашу государственность. По-другому ничего работать не будет. Это не говорит о том, что у Абхазии нет своих собственных интересов. Они есть, они будут учтены, они ни в коей мере не входят в противоречие с интересами Российской Федерации. Нет такой картины. При грамотном подходе мы всегда можем найти взаимовыгодные, взаимоприемлемые, работающие на обеспечение суверенитета, экономической мощи и Абхазии, и России решения, в том числе в экономической сфере. Этим мы занимаемся. Вот таким образом верстается этот проект. Те проекты, которые были до этого, они составлялись исключительно абхазской стороной, исключительно по заказу абхазской стороны. Этот проект мы делаем, это наша была идея, вместе с государственными органами России. Значит, шансы на то, что он будет реализован, если он будет принят, согласован, это потребует большого количества времени, человеческого ресурса, чаще там надо будет тогда бывать в Москве, доказывать, тогда у нас шанс другой совершенно. Но общественный совет, была попытка его создать, но не получилось, потому что были представлены все, ну как-то вот не получился у нас выверенный разговор. Сейчас, если вы имеете в виду работу с общественными партиями и движениями, которые не разделяют, да, там, подходов главы государства или находятся в оппозиции, мы работу с ними ведем и будем вести. Часть оппозиционных движений и партий выступили с инициативой. Вы, наверное, об этом знаете. Я это вижу, то, что прописано в их письме, есть тезисы, с которыми я согласен. Тезисы, если мы сможем их реализовать, то это принесет пользу. Кто-то в оппозиции с такой постановкой не согласен. Поэтому мы пытаемся склеить, но, видимо, всех склеить не получится. Даже в рамках власти есть отдельная группа, которая смотрит на одну и ту же проблему по-разному, разнородно. Такое бывает на практике, хотя должна быть вертикаль власти. Да? В оппозиции тоже есть разные подходы. Кто-то придерживается умеренных подходов, кто-то исходит из принципов конструктивного, да, решения, а кто-то может скатиться к экстремизму. При всем при этом мы готовы работать. Я получаю очень полезную информацию, когда общаюсь с лидерами оппозиции, со всеми, потому что не бывает такого, что вот одна сторона всегда и везде и во всем права. Это опыт, и им надо воспользоваться. Поэтому со всеми я лично готов поддерживать диалог и принимать, как это мне представляется, разумные предложения. Сейчас работает группа юристов, и вот будет документ, он, конечно же, не может носить обязательный характер для всех, в котором будут изложены принципы политического взаимодействия между властью и оппозицией, что приемлемо, что неприемлемо в политической борьбе. Ну, давайте чуть позже мы вас проинформируем. Этот документ, мы над ним будем работать. Если чем большее количество политических партий подпишутся под этим документом, тем стабильнее, наверное, будет у нас картина в целом. Поэтому работать с оппозицией надо, я намерен действовать в этом ключе. Вы только что говорили о том, что готовится программа, где будут рассматриваться проблемы газификации республики и поиски альтернативной электроэнергии. Мы когда-то очень давно занимались этой проблемой. В Зюитском ущелье
проводили там замеры, можно установить ветрогенераторы. Есть в перспективе, вот вся Европа сегодня ищет новые альтернативные электроэнергию, чтобы она была экологически чистой, а ветрогенераторы, они как бы чистые. И вот с газом, как долго это будет? С газом проектные работы, схема газификации, документ будет готов в конце 2022 года. Там будут определены необходимые средства для того, чтобы Абхазия была газифицирована. По газу я точные сроки, когда Абхазия будет газифицирована, сказать не могу. Если по аэропорту мы определились январь 2024 года, то по газу такие сроки не были определены, но работа уже пошла. Мы не будем ее затягивать. Что касается источников электроэнергии альтернативных, вот не поступало таких предложений. Мы готовы эти предложения рассмотреть. Я знаю о том, что ветряная генерация развивается, в том числе на Северном Кавказе. Я вот недавно общался с руководителем Адыгеи, они построили станцию. Кстати, инвестиции были там частные, преимущественно 150 мегаватт, 20 миллиардов рублей. Ветряная генерирующая электростанция. Но если будут такие предложения, мы, конечно, будем их рассматривать. Но такое поручение, у нас наши метеорологи, им дано поручение определить точки в Абхазии, где постоянные ветра, ветряные нагрузки какие и так далее. Но если появится заинтересант, то мы, конечно же, в этом направлении будем двигаться, потому что это нам всем нужно. Мы не можем сегодня, к сожалению, пока вложить деньги в нашу энергосистему. Даже вот небольшие деньги для нас большая проблема. У нас их нет. Мы не можем говорить о развитии генерации на этом этапе, пока не можем говорить. Поэтому мы готовы в этом вопросе воспользоваться возможностями инвесторов, если такие инвесторы появятся. Надежда Боровикова. Следующий вопрос у Анжелы Кочуберия, ТАСС. Соглашение с Российской Федерацией по гармонизации законодательства и так далее. Вот вы упомянули, Александр Георгиевич, со скрипом проходят они. Вот какие задачи перед вами стоят в ближайшее время, будет обязательствами, можно назвать, и почему они проходят со скрипом, в чем проблема? Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну, понятно, что позиция руководителя государства не предполагает много свободного времени, там, времени для отдыха, но все же, как вы любите проводить досуг? Самый крупный торговый партнер, главный стратегический партнер для нас это Россия. Но Россия имеет дипломатические отношения более чем со 150 государствами. Мы там занимаем в торговом обороте России 0,0000. А в нашем торговом обороте они первые. Поэтому это мы должны придавать этим документам ноги и двигать эти документы. Это абхазские руководители должны продавливать, ну я извиняюсь за этот термин, в большей степени. Потому что для нас это вопрос очень важный. Для россиян он тоже важен, а для нас он еще важнее. Но на это уходит время. Я вот это имел в виду. А так, принципиальные подходы, я о них неоднократно говорил, единая территория обороны и безопасности. Я за это. Единая территория социально-экономического развития. Я за это. Две независимые страны. Я за это. Вот недавно в разговоре сказали мне о том, что вот вы хотите повысить тариф, при этом о повышении заработной платы вы не думаете. Это неправда, мои дорогие друзья. Идет планомерное повышение заработной платы основных категорий бюджетников. В прошлом году на повышение заработной платы основных категорий бюджетников, это 9500 человек примерно, государство потратило, в том числе и российское, вместе с абхазским, 425 миллионов рублей. Средняя заработная плата там около, сейчас я вам документ зачитаю прямо, в этом году у нас 250 миллионов рублей на повышение заработной платы, в будущем году 130 миллионов рублей. В этом году, в первом полугодии повышение заработной платы сотрудников службы госбезопасности на 75%. Повышение в декабре прошлого года заработной платы сотрудников Министерства внутренних дел
на 75%. Все это делается, вся эта работа ведется. Но это требует, опять-таки, времени, согласования и так далее. Вот я вам документ, если это интересно. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические работники образовательных учреждений общего образования. Вот на 4120 рублей в прошлом году повышение заработной платы составило. Средний размер заработной платы 16 947. В этом году опять будет на 4000 рублей повышение. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений. Средняя зарплата стала 16 тысяч. Это 403 человека. В первом случае 3527 человек. К примеру, там средний медицинский персонал, врачи на 5351 рублей. Средний размер составил 23 тысячи. Я к чему это все говорю? Там в наш Госстат цифры попадают неправильные. Там якобы у нас средняя заработная плата 10 тысяч рублей в бюджетной сфере. Это неправильная цифра. Я думаю, средняя заработная плата в бюджетной сфере 1017. А с учетом доплат, которые сейчас произойдут, даже это может быть еще больше. Эти вопросы решаются. Эти вопросы решаются вместе с Российской Федерацией, с их помощью в рамках гармонизации и в рамках тех обязательств, которые Россия взяла на себя. Это надо ценить, и я хочу, чтобы вы об этом знали. Свободное время я люблю проводить с людьми, которые со мной не обсуждают государственные вопросы. Я люблю проводить свободное время с людьми, которые знают много анекдотов и могут поднять настроение. Вот я готов слушать этих людей. Анжела Кочубери, ТАСС. В прошлом году почти в такое время, наверное, может, чуть позже, начали с работы по восстановлению водоснабжения, канализации в нашей столице. Обещали, что к курортному сезону будет все заасфальтировано. Курортный сезон закончился, мы в руинах пока. Потом сказали ко Дню Победы, День Победы тоже завтра, послезавтра. Буквально вчера я говорил с мэром города. Пришлось внести некоторые изменения в инвестпрограмму. Были определенные недоработки, нарушения. Пришлось все это выяснять, почему так получилось. Это вызвало, в свою очередь, цепную реакцию, задержка финансирования. Беслан Федорович Эшба, человек ответственный, эффективный управленец, заверил главу государства, что до 30 октября текущего года эти дороги, эти участки будут асфальтированы. Я вчера туда выезжал, на всех 3 дорогах сегодня идут ремонтно-восстановительные работы. Разве развитие может каким-то образом ассоциироваться с разрушенными культовыми зданиями в Абхазии? Ну, скажите мне, там Дом правительства, гостиница Абхазия, ресторан Амра. Это к тому, что вот есть актив, и он простаивает. Или здание морского вокзала. Или многое-многое другое. Пока инвесторы не придут крупные, и начнется процесс восстановления вот таких зданий, у нас в городе будет сыро, будут перебои с водой, будут перебои со светом. Это вещи взаимосвязаны. В инфраструктуру необходимо вкладывать серьезные деньги, чтобы все это работало должным образом. А инвестор – это деньги, это наполнение казны, это рабочие места. Я говорил об этом, еще раз говорю. Вот 6-7 гостиниц, которые стоят, не восстановлены. Сколько мест рабочих? Какие деньги упущены и не получены в бюджете нашего государства? От того, что это принадлежит абхазцу из села Тамыш, кому от этого тепло? Известно ли, когда начнется освещение автотрассы от Сухума до Чемчира? И когда откроется Творчильская больница? Значит, освещение автомобильной трассы Сухум от Чемчира в инвестпрограмме часть работ будет выполнена в этом году, и работы по освещению будут завершены в будущем году. Если вы обратили внимание, уважаемые журналисты, недавно, значит, осевая дорожная разметка по новой была нанесена. В этом году
будут нанесены разметки справа, разметки слева, и до села Лабра, скорее всего, освещение будет сделано. А у нас есть такой друг, Арсен Баширович Каноков, я его попросил для Чимчирского района, он нам подарил очень дорогой трактор. Трактор стоит 14 миллионов рублей. Это вот такой механизм, который выполняет очень много разных работ. Не все навесное оборудование к этому трактору пришло. Этот трактор будет обслуживать и трассу, чистить его. Он будет стричь, значит, вот эту вот лужайку вдоль дороги. Он может, там механизм стоит, который срезает деревья, превращает их в щепу. Вот этот участок дороги у нас будет и освещен, и хорошая дорожная разметка, и красивая придорожная история. Мы ее сделаем. Площадка больницы тоже будет введена в эксплуатацию в этом году. Строительные работы закончились, идет обеспечение необходимым оборудованием. Недавно прошло очередное заседание Абхазо-Российской комиссии по делимитации и демаркации границ, но почему-то о результатах мы так вот ничего нигде не узнали. Опять-таки есть неофициальные источники, которые говорят, что вопрос по АИПке там был, наконец, какое-то решение было принято. Значит, и второй вопрос, совершенно страшное слово, майнинг, сегодня мы его не произносили практически, но есть специалисты, которые считают, что на самом деле проблему с майнинг-фермами очень легко решить. Просто на это нужна действительно очень воля руководства Абхазии и далее просто дать особые полномочия специальным органам, которые это все приведут в соответствие. Первый вопрос. Да, комиссия работала. Значит, комиссия будет работать долго. Договорились о том, что на стыке 3 границ Грузия, Абхазия и Россия оттуда и идут с запада, с востока на запад. До Аибги еще никто не дошел. Это, я не знаю, сколько времени потребуется. Комиссия работает в обычном режиме. На этом этапе тот участок границы, который они обрабатывали, там нет разночтений, там нет никаких проблем. Об Аибге говорят у нас больше, чем где-либо. До Аибги еще не дошли. Хотел бы проинформировать наше население. По поводу Аибги есть договоренность с российской стороной. Там формулировка такая очень тактичная, на мой взгляд. Никто никому территориальные претензии сегодня не предъявляет. Есть несогласованный участок государственной границы. Они его решили, члены этой комиссии, так и оставить. Вы знаете, вот это новый состав комиссии, поэтому, когда дойдут до Аибги, посмотрим, о чем там пойдет речь. Пока все идет в режиме взаимного уважения и взаимного понимания. Уважаемые журналисты, вы можете назвать имя того человека, который быстро и оперативно может решить вопрос майнинга? Покажите нам этого человека. Мы его представим государственной награде. Я лично об этом позабочусь. Если есть такой человек, если есть такие технологии, я на эту тему хотел бы сказать поподробнее. Что у нас на самом деле произошло? Без политической составляющей, вот спокойно и так далее. Появился этот бизнес, говорят, он с 2012 года, с 2013 года, зарождение этого бизнеса. Об этом узнали здесь, и примерно с 2017 года это начало с 2016-2017 года развиваться в Абхазии. Вы знаете о том, что в рамках Министерства экономики Абхазии был проект о создании там собственной криптовалюты. Это вещи, это не одно и то же, майнинг и собственная криптовалюта, но это вещи в известной степени схожие. Население это восприняло как поддержка этой идеи. В 2018 году, в декабре, когда объемы потребления электроэнергии начали расти, государство запретило этот вид деятельности. Нормативный акт не законом, а постановлением. При этом не запретили ввоз этого оборудования. Я знаю, и вы это знаете, и вы это видите каждый день, что, конечно же, в работе государственных органов есть недоработки.
Вот мы объявили ограничительные меры. Они же объявлены, прописаны. Но очень много людей эти меры не соблюдают. Да? И мы там пытаемся какие-то меры предпринять, но пока не получается так, как хотелось. И в этой истории, да, запретили, но проконтролировать запрет никто не смог. Это нарастало комом. Хороший бизнес на самом деле. Хороший бизнес. Это не разбой, не кража, не убийство. Доходный бизнес. И люди, конечно, стали этим заниматься. Мы говорим, я это обращаюсь к телезрителям, я обращаюсь к тем, кто занимается майнингом. Дорогие уроженцы, граждане Абхазии, сегодня мы приняли, уже в законодательном плане, пытаемся реагировать. Около 6 тысяч единиц оборудования изъято и лежит на складах. Это колоссальная сумма денег. Из того, что было учтено, завезено 60 тысяч штук, 27 тысяч вывезено официально. Где-то 30 тысяч штук находятся на руках. Крупных ферм практически незаконных не осталось. Люди, которые завезли, все это раздали населению. У населения по 5, по 10, по 6, по 7. Люди этим занимаются. С одной стороны, если у нас были бы мощности свободные, это нормально. Пусть богатеют, пусть доход и достаток приходят в семью. Это же наши граждане. Власть же должна обеспечивать условия, чтобы граждане жили в достатке. Но это мешает другим, у кого этого нет. Мы неоднократно об этом говорили. Как этому можно противостоять? Репрессивные меры проводятся, ищут, заходят. Помните, в Ачимчирский район 1,5 месяца тому назад сотрудники милиции приехали ночью, и там, собрались товарищи. И что они сказали милиционерам? Некоторые государственные деятели. Вот, они нарушили ночью в огород. А вы представьте милиционера, пусть он будет вашим племянником или вашим сыном. Ему 23 года. Ночью ему приходится заходить в огород, слышать проклятие, оказывают сопротивление. Его там ругают, проклинают. И он этим занимается. Вместо того, чтобы его благодарить, мы говорим о том, что они что-то нарушили. Но мы же работаем в условиях Абхазии. Мы же хотим договориться о добром. Давайте. Поэтому приняли решение, пытаемся реализовать о создании технопарка, с одной стороны. Я понимаю, что не все туда побегут, потому что на технопарке надо будет платить какое-то количество денег. А некоторые люди привыкли совсем бесплатно. Но когда мы создадим альтернативу и создадим технопарк, государство будет иметь моральное право принять еще более жесткие меры репрессивные. Об этом идет речь. Мы хотим, с одной стороны, продемонстрировать желание помочь нашим гражданам в организации этого бизнеса. Задушить не получается, неправильно. Проблему не душат, проблему невозможно задушить, проблему надо решить. Состоялась эта история, вовлечено большое количество людей. Попытаемся легализовать, сделать это легальным, открытым, и так, чтобы это не мешало всем остальным. Такой подход у меня, как у главы государства. У меня личных интересов в этой истории нет. У меня нет ни одной фермы. Вот когда компетентные органы сказали, что в моем селе у одного человека стоит, село, которое меня поддерживает, они задали вопрос, задают такой, как нам быть? Я говорю, что значит, как быть? Идти отбирать. Вы, наверное, эту историю знаете. Пошли в Тамаши, отобрали. Село, которое меня всегда, везде и во всем поддерживало. Самая главная идея состоит в том, чтобы человек, уважающий своих соседей, не должен этого делать. Он не имеет права, потому что мерзнут дети, старики, в учреждениях здравоохранения проблемы из-за этого. Это одна история. Вторая, да, мы готовы ему дать условия, мы этим занимаемся. Вот сегодня этим занимаются 2 чиновника, идут переговоры. Это большие инвестиции нужны, дополнительно, чтобы объемы завести. На границе надо будет линию строить. Это история, которая за 2 дня ее невозможно. Но говорят, бизнес стабильный, он будет развиваться. Мы туда переведем людей. Любую проблему или такую острую проблему, как энергетика, конечно, пытаются использовать в своих политических целях. Вы же люди грамотные. Вы прекрасно понимаете, как это все работало. И сегодня я за каждого не могу ответить. Кто-то из чиновников тоже, возможно, злоупотребляет. Возможно, я ничего не исключаю.
Я ничего не исключаю. Но я знаю сотрудников, людей, чиновников, которые с этим искренне борются, заходят в дома. 6 тысяч штук кто-то же отобрал. Сколько он услышал проклятий, сколько там было драк, сколько там было шума. Это же кто-то сделал. Ислам Георгиевич, вопрос о декларировании доходов и расходов, понимаю, этот закон уже всем, может быть, и надоел, но вот Астамур Какаля недавно написал пост, где отметил, что до сих пор не обозначены люди, которые не сдали декларации. Полная база данных с детальными декларациями не предоставлена инспекторам Министерства по налогам и сборам. Далее то, что эта информация скрыта от общественности. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Я был первым автором этого закона, но он тогда совершенно другой редакции. Вы знаете, в некоторых... Вот я постоянно вовлечен в эту работу, моя супруга постоянно требует, чтобы мы там... У них это давно поставлено. В 95-96 году у меня угнали «Волгу» в Москве, я про него забыл. 2 дня погоревал, где 95-й год. И недавно это всплыло, 2 года тому назад, и ее чуть не уволили с работы. Она там возмущалась. А я совсем про эту «Волгу» забыл, я ее нигде не упоминал. Представляете, сколько лет прошло. То есть там все это строго. Но там не пишут в декларациях, там счет есть, в каком банке, какая сумма, квартира есть, пишут. Но где? Это нельзя. Если у компетентных органов появился вопрос, они видят обороты, они видят суммы, они видят наличие имущества. Адреса, квартиры, пароли и явки – это не для всех, мои дорогие друзья. Астамур Какаля, видимо, хочет, чтобы он это все видел. А это будут видеть не только Астамур Какаля, а те, для кого это является профессиональным бизнесом. Там по квартирам ходить и обворовывать. Конечно. Об этом идет речь. Или о чем-то другом. Об этом. Потом у нас прогрессивный и с хорошей репутацией министр по налогам и сборам. Пусть он у него спросит, как правильно. Первый шаг хотя бы сделан. Будем его дошлифовывать. Уже, что сам факт приходится заполнять, это уже дисциплинирует. Это уже какая-то ответственность. Это тоже достижение, в том числе достижение, реальное достижение нашей демократии. Вот шумной, такой, всякой разной, но это на самом деле плюс. Про вакцины, планируются ли поставки новых доз вакцин в Абхазии по поводу вот этих сертификатов? Все-таки те люди, которые делают вакцину в Абхазии, потом когда-нибудь... Значит, поставка вакцин планируется, но у нас в последнее время появилась такие подходы, стали доминировать, количество желающих резко сократилось. И наши врачи проводят большую разъяснительную работу. Постоянно об этом говорят на экранах телевидения, и непонятно почему население на это не реагирует. Вакцину мы получим, мы в приоритетном плане ее получаем. В ближайшее время мы еще получим, но темпы вакцинации очень низкие. Проблема никуда не ушла, она будет видоизменяться. В любом случае, как говорят специалисты, единственный выход – это вакцинация населения. Это единственная гарантия. По поводу изменения сначала русского туриста и Атейба, мальчика, который совершил суицид. 2 таких факта имело место в Гагре. Значит, причастные к этим фактам сотрудники милиции, которые, возможно, причастны к этим фактам, в настоящее время отстранены от занимаемых должностей. Было проведено служебное расследование силами Управления собственной безопасности МВД. Материалы были переданы недавно относительно в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура по изучению этих материалов примет процессуальные меры. Я сейчас не могу говорить о вине сотрудников, виноваты или не виноваты. Я вас информирую о том, что 2 этих факта не остались без реагирования руководства МВД и прокуратуры. Теперь по существу некоторые вопросы в отношении Атейба. Хотел бы вас проинформировать о том, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким преступлениям. Этим летом он вместе с группой лиц
вечером, в темное время суток, напали на начальника уголовного розыска УВД города Гагры и избили его. Значит, уважаемые наши суды в отношении Атыйба год тому назад приняли решение дать ему срок условно 6 лет. Это при том, что за год перед этим был осужден, за год перед этим тоже был осужден. Поэтому я вас просил бы, уважаемые журналисты, с пониманием относиться к работе органов внутренних дел. У нас же, насколько я понимаю, проблема же не в том, что мы установили здесь полицейский режим в Абхазии. Его нет, этого полицейского режима и никогда не будет, и он нам не нужен. Проблема в том, что на определенном этапе преступный элемент стал брать верх над государственными институтами. И сейчас эту историю нужно отыгрывать назад. И там, где возможно сегодня, там, где это возможно, и там, где это справедливо, нужно помогать правоохранительным органам. Перед этим я рассказывал историю, связанную с тем, что было в Очимчире, когда сотрудники милиции ночью пришли в сарай, к кому-то зашли, где стояла ферма. А почему ночью, мои дорогие друзья? Да потому что днем не включают, ночью включают и слышен шум. Ночью хоть как-то можно на это отреагировать. Есть небольшие тепловизоры, ночью они показывают горячие провода, и по ним только можно выяснить, что там происходит. Поэтому я просил бы вас быть справедливыми в этих вопросах. Работа милиции – это очень тяжелая работа. Мы пока все вместе не смогли создать условия, должные для сотрудников милиции. Есть в их среде люди, которые нарушают закон? Есть. Наверное, есть. Конечно, есть. Если мы хотим укрепить свою государственность, то нам надо укреплять правоохранительные органы и судебное сообщество. Укреплять, по делу критиковать, но поддерживать там, где надо. Эти институты создаются годами для того, чтобы квалифицированного сотрудника милиции вырастить, помимо того, что он должен закончить школу, 5 лет образования, 3-4 года у него наставник должен быть, лет 8 надо, для того, чтобы у нас были все на местах. А в УОР города Гагры сегодня из 12 мест 4 только работает, 8 вакансий. И вот то, о чем я говорил в начале разговора, там, краж стало меньше, разбоев, грабежей, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, убийства, покушение на убийство, изнасилование, покушение на изнасилование, ДТП – это их труд. Как вы оцениваете ситуацию, которая сегодня вот на грузино-абхазской границе в связи с пересечением товаров? Возможно ли как-то ее легализовать или в какое-то правовое русло вести? Потому что все жалуются на контрабанду, на то, что большие деньги уходят мимо бюджета, но вот проблема... Я всегда оставался сторонником того, чтобы на этой государственной границе должным образом работали все государственные институты. Я за то, чтобы на этой границе процессы торговли были легализованы. Я за это. Но пока нам это не удалось сделать, потому что, опять-таки, политический окрас, опять-таки, выискивание в этой истории каких-то нот, которые якобы направлены на то, чтобы мешать абхазской государственности и так далее. Аслан Георгиевич, Аруа постоянно упрекает, значит, руководство Абхазии, правительство Абхазии в непрофессионализме. Ну, вот мне хочется узнать, насколько вы считаете эти упреки справедливыми. Это мой первый вопрос. И, значит, в связи с пандемией, какие мероприятия будут проводиться к Дню Победы, который, вот, как известно, 30 сентября нам предстоит праздновать? По первому вопросу. Упрекает правительство в непрофессионализме, да? В некомпетентности, очень. Да, понятно. Ну, вы знаете, за каждым таким упреком, так же как каждая проблема имеет имя, фамилию, отчество, за каждым упреком должен быть некий аргумент, о каком члене правительства идет речь, или в целом о правительстве, что они там имеют в виду. Я не разделяю их точки зрения. Мы можем сесть и более обстоятельно поговорить.
Мы можем сравнительный анализ работы министерств и ведомств провести. Но один из методов постижения истины – это анализ, да, это сравнительный анализ, что было и что есть сегодня. Другое дело, Арва и как все граждане Абхазии, наверное, хотят, чтобы в Абхазии все было еще лучше или лучше, чем сейчас в разы. Так не бывает. Для того, чтобы все было значительно лучше, надо потратить очень много ресурсов и времени. Если проблемы накапливались на протяжении 25 лет, ученые люди говорят, ну, знаете, 15% времени надо потратить на то, чтобы эти проблемы разрулить. Поэтому я готов в этом смысле к предметному разговору. Мы можем провести сравнительный анализ деятельности Министерства по налогам и сборам, пожалуйста. Министерство здравоохранения, пожалуйста. Министерство финансов, пожалуйста. Министерство внутренних дел, пожалуйста. Генеральная прокуратура, пожалуйста. Государственный таможенный комитет, пожалуйста. Давайте сядем и посмотрим попунктно, о чем идет речь. С другой стороны, говорить о том, что в работе правительства, администрации, президента, органов власти нет недочетов, это тоже будет неправильно. Люди, которые говорят об этом, люди, которые имеют опыт управленческой работы, люди, которые занимали определенные высокие позиции, они могут быть, если захотят, объективными. Они очень хорошо знают, с чем они сталкивались, какое хозяйство они приняли и какое хозяйство они сдали. Ну и мы это знаем. Но надо, чтобы об этом знала наша общественность. С вашей помощью мы это сделаем, я думаю. При президенте с 2005 года создается комиссия по конституционной реформе. Они меняются. Кстати, один молодой, очень интересный человек сказал, что он на телеэкране, что он не знал о таком, но все-таки вот для тех, кто не знает, что еще первая комиссия была создана при Сергее Васильевиче Багапше, было очень много наработок. Но как-то они остались вот наработками. Сейчас тоже работает Конституционная комиссия. В марте месяце, скорее всего, нам предстоят выборы в высший законодательный орган страны. Предполагается ли, может быть, это вопрос не напрямую к вам, к законодательной ветви власти тоже, но все-таки, предполагаются ли какие-то изменения в избирательной системе? Столько лет говорится о переходе к смешанной. Вот как работает Конституционная комиссия в силу того, что мы не имеем практически информации? К этим выборам, которые предстоят в 2022 году, изменений не будет. Конституционная комиссия работает. Комиссия подготовила ряд предложений, в том числе по оптимизации и реформированию органов исполнительной власти. Эти предложения, которые поступили из комиссии, направлены, неделю, может, или 10 дней тому назад в правительство. Мы эти вопросы изучаем. Что касается новых правил выборов, предлагается смешанная система и так далее. Вы знаете, на эту тему тоже комиссия готовит материалы. Об этом, о реализации и принятии этих правил можно будет говорить, в лучшем случае это произойдет к 2025 году. Сейчас сложно подобрать мне формулировки. Я такой пример вам приведу. Считается завершенной реформа судебного сообщества. Там, на мой взгляд, по мере того, как я сталкиваюсь с работой судейского сообщества, с конкретными решениями, я со многими результатами этой реформы не согласен. Я просто не согласен, по моему глубокому убеждению, этого не нужно было делать. То есть мы, на мой взгляд, реформу судейского сообщества в другом ключе надо будет продолжить. Это вызвало у меня некие опасения. Пословица, с чего я начинал: обжегшись на молоке, дуешь на воду. У нас дефицит ученых-правоведов. У нас дефицит практиков серьезных, которые могли бы это все обобщить и которые могли бы
выработать такие рекомендации, которые принесли бы пользу, помогли бы решению проблем. Вот пример приведу вам: правовое обеспечение реформ органов внутренних дел. Вот когда обсуждали вопрос, связанный менять, приостанавливать действие статьи мера пресечения домашний арест. Но это же лазейка такая. Все ее признают, что существует такая лазейка. Этой лазейкой пользуются абсолютно все. И вот человек получает там домашний арест. Вот для того, чтобы правильно прикрыть, правильное решение принять и правильная формулировка, это потребовало работы наших специалистов. На это они потратили 3 месяца. Поэтому конституционная реформа. Очевидные вещи, да. Аппарат государственный, он должен быть оптимизирован, его должно быть меньше. Есть нормативы определенные, мы к этому должны прийти. И выборы в 2025 году – это уже должна быть другая конструкция власти. До этого, я думаю, что это будет сложно сделать. И еще и потому, что это нужно будет материально обеспечить. Вот к 2025 году уже все должно быть сделано. И новая, значит, конструкция политическая, и администрация, правительство, как это должно выглядеть, и новые выборы, и парламентские выборы, президентские выборы. Вот 3,5 года надо будет поработать тщательно, чтобы мы не допустили ошибку, не ухудшили картину. Поэтому рекомендации Конституционной комиссии будут учтены. Не все, кого мы хотели видеть в Конституционной комиссии, согласились с ней работать, к сожалению. Такое тоже есть. Но в целом работу, которую они проводят, я считаю полезной и нужной.